Новый театральный сезон в Южной Осетии откроется 26 сентября постановкой Фатима Коста Хетагурова. Новый сезон, по словам художественного руководителя театра Тамерлана Дзуцева, обещает быть интересным. Зритель увидит много новых постановок. Однако новый сезон в юбилейный год гения остинского народа Коста Хетагурова решили открыть трагедией Фатима. Одна из несомненных жемчужин осетинской классики. Постановка по одноименной поэме стала символом возрождения театрального искусства Юга Осетии. Масштаб режиссера, актерский ансамбль и изначально заданная планка в успешности постановки сомневаться не заставляли. Сомнения были несколько другие. Известное произведение, по мотивам которого еще в 1958 году была снята одноименная картина, фактически массовое знакомство и с оригиналом, и с кинофильмом Фатима. Невольно воздействовали бы на зрительское восприятие. И все же режиссеру и актерскому ансамблю удалось отойти от общеизвестного прочтения Фатимы. И это несмотря на то, что за основу спектакля режиссер взял оригинал поэмы Коста. Не вина, можно сказать, отдельных артистов в этом плане, что есть какие-то недоработки вообще в этом плане. Потому что сложность самого произведения, сложность гармонизировать как бы устои того времени с современными артистами, это очень сложно. Потому что я так и понимал для себя, что та ментальность, которая все-таки осталась после фильма, и то, что вот большая часть не читала практически целиком вот эту поэму, она сказывается. Сказывается на том, что зритель, может быть, не увидел неожиданный для себя Фатиму, неожиданно потому, что он пришел смотреть, как столкнутся Ибрагим и Джамбулат вместе, как они будут там драться, убивать друг друга в этом плане. А у Коста этого не было. 30 действующих лиц, 2 великолепных состава, исполнителей главных ролей, национальный колорит, изумительные костюмы и масштабные декорации. Все подчеркивает масштабность, мощь и великолепие спектакля. Спектакль стал своего рода демонстрацией уровня мастерства нашей труппы, профессиональной формы отдельных артистов. И тем не менее, 4 образа, 4 главных героя. Уже сегодня, без сомнения, можно сказать, что роль Фатимы станет визитной карточкой в актерской биографии Инги Маргиевой. Мне помогала вера в режиссера. Мне это помогало, обнадеживало меня. Он все время меня успокаивал, он все время меня поддерживал. И для меня самая главная была задача в этом спектакле все-таки понять замысел режиссера. Не Инга, не то, что Инга думает о своем персонаже, а то, что хочет режиссер. Вот это было для меня самое важное. Заслуженный артист Республики Южная Осетия Суслан Бибилов представил зрителю Джамбулата, несколько не похожего на героя из известной киноленты. Его персонаж выступил в ином ракурсе. Я не смог его сделать негодяем, потому что он им не был. В моем ощущении, это человек, который вызывает сочувствие. Он не видит в Ибрагиме соперника, но видит преграду, которую должен непременно отодвинуть. Да, он делает это жестко, но объяснимо. Тем не менее, зритель, мне кажется, не прочувствовал Джамбулата, поскольку находился в плену стереотипов, которые в том числе навязаны известной картиной. Еще один органичный образ – Ибрагим в исполнении народного артиста Республики Южная Осетия Дмитрия Парастаева. Но если в случае с Джамбулатом образ был представлен зрителю достаточно объемно и емко, то Ибрагима в спектакле было мало, его попросту не хватало. И тем не менее, герой Парастаева, несмотря на ощущение недосказанности, сумел стать центром притяжения зрительских симпатий. Вспомнить первый курс, первый семестр, и все сядет на свои места. Взаимодействие, то, что зритель замечал, он правильно замечал, нет ансамбля, где-то махишай заган лично авто эс цусл бокой стунит хаме, ну вы нахастеста, вы отмаскатеста, фала, зофтазан. В целом спектакль он очень хороший, произведение само, повесть кавказская, это она очень мощная вещь. Где можно показать такие грани, что вообще Коста хотел показать всем этим, что из-за маленькой ошибки свободолюбивой девочки, то бишь это можно сказать любовь чистой, беспорочной, из-за одной маленькой ошибки рушится вся система, вплоть до ее жизни, все рушится.
Безусловным украшением спектакля стала его музыкальная составляющая. Величественная музыка Феликса Алборова и Атсамаза Макоева – органичное дополнение национальной классики. Башня в центре сцены, которую задумал Тамерлан Дзуцев и воплотила в реальность главный художник театра Мадина Санакоева, стала не просто эффектным дополнением сюжетной линии, но и на протяжении всего спектакля демонстрировала и передавала глубокие сакральные мысли. Уже завтра все театралы смогут еще раз насладиться просмотром спектакля «Фатима». Агунда Губозова, Регина Черткоева, Хохбекоев. Информационный выпуск сегодня.